эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. В дежурную часть ОМВД России по Алекнинскому району поступило сообщение о том, что на одинокую 79-летнюю жительницу одного из сел района совершено разбойное нападение. По словам потерпевшей, неизвестные ворвались в ее частный дом, взломав дверь и выбив окно. Угрожая охотничьим ружьем, они похитили остаток ее пенсии в размере 10 тысяч рублей. На следующий день в полицию поступило аналогичное сообщение от 81-летней пенсионерки, проживающей в том же населенном пункте. Как пояснила пожилая женщина, вооруженные грабители ворвались в ее дом в ночное время. Но у нее не оказалось сколько-нибудь ценного имущества, и грабители ушли ни с чем. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в дерзких преступлениях были задержаны. Ими оказались условно осуждены 28-летний местный житель и его 23-летний приятель. У одного из подозреваемых было изъято незарегистрированное охотничье ружье. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ранее судимый 28-летний подозреваемый заключен в изолятор временного содержания, а его младший соучастник находится под подпиской о невыезде. А в Среднеколымске стражи порядка раскрыли кражу из магазина. Ночью 15-летний школьник взломал навесной замок и проник в магазин. Добычей воришки стали продукты питания, 3 блока сигарет и деньги из кассы. Общий ущерб оценивается в 26 тысяч рублей. Подозреваемый задержан, часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вечером 27 августа на федеральной трассе Лена, близ села Павловка, автомобиль Toyota Ipsum совершил наезд на лошадь. После удара машина съехала с дороги в сторону леса. В результате ДТП пассажир, девушка 2001 года рождения, с ушибами и сотрясением мозга обратилась в травматологическое отделение села Майя. Девушка сидела на заднем пассажирском сидении за водителем, была пристегнута ремнем безопасности. Сам водитель и еще 2 пассажира, находившиеся в салоне, не пострадали. Животное от полученных травм скончалось на месте. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации во всем регионе в связи с паводковой обстановкой. Напомню, в Приморье 2 суток не прекращались сильные дожди, которые вызвали временное затопление некоторых улиц, исход селей во Владивостоке, подтопление территории около аэропорта, а также локальное отключение электричества. По информации приморских синоптиков, в крае выпало к среде 3 месячных нормы осадков. Вчера вечером в Новосибирске во время работ по реконструкции обрушилась стена и кровля здания по улице Ударной. Наиболее вероятной причиной обрушения называют нарушение требования проведения строительных работ. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Из-под завалов извлечены тела 2 погибших. Еще 2 рабочих госпитализированы с травмами. В Краснодарском крае суд ограничил в правах отца, посадившего ребенка на цепь. На закованного ребенка обратили внимание в сельском магазине, когда сильно истощенный мальчик попытался незаметно взять с полки круассан. Подробности у Татьяны Владимировой. Виктория, мама мальчика, замирает в ожидании. С минуты на минуту суд огласит решение. Ограничить Матвиенко Валентина Валентиновича в родительских правах. Из суда она выходит с улыбкой. Сын теперь будет жить с ней. Скажите, вы довольны результатом сегодня? Да, довольна. Заберут сегодня Тихона или завтра, как будет, мне бумажку дадут определение, наконец заберу его. И он будет очень доволен. Эти кадры стали основанием для возбуждения дела. На снимке 10-летний Тихон. На шее увесистая цепь и 2 замка. Таким его увидели в магазине жители села Великовечное под Краснодаром. Мальчик был истощен и голоден. Попытался незаметно взять круассан. А у него кофточка такая, видно, что она у него топорщится так. Они говорят, у тебя в кофте там что-то есть, давай открывай. Он говорит, я ничего не брал. Они ему расстегнули мастерку, кофточку, а у него на шее цепь с замком. Вызвали полицию. Цепи удалось снять лишь при помощи болтореза. Следователям школьник рассказал, что живет с отцом и мачехой отдельно от своей биологической мамы. В тот день у новой супруги отца начались схватки. Мужчина повез ее в роддом. Сына отвел в сарай, обмотал вокруг шеи металлическую цепь, свободный конец закрепил за деревянную ножку стеллажа. Мальчик смог освободиться и выбраться на волю. Виктория говорит, бывший супруг всегда был тираном, но такой жестокости она за ним не замечала. Было больше психологическое давление, а тут, видать, может, стал не справляться, я не знаю. И поэтому, видать, решил, что надо посадить на цепь.
сожалению, это, конечно, сильно жестоко. Родители мальчика в разводе 8 лет. По решению суда в 2016-м мальчика передали под опеку отца. Виктория утверждает, сына бывший супруг буквально отвоевал. Потом запретил ей видеть ребенка. А вот сам отец во всем обвиняет Викторию. И минимум поставили 2000, она даже их не платила. А он живет со мной 10 лет. Кто его температуру сбивал его? Кто его в школу водил, кто его обувал, кто его одевал и почему у него 4 на 5 оценки, почему он ходил на дополнительные занятия и почему он одет был лучше всех в школе. Я не изверг, не тиран, я психически нормальный, не алкоголик. Я уважаю решение суда, добавляет отец мальчика. На время следствия он находится под подпиской о невыезде. Наталья Владимирова, Георгий Белецкий, Новости 360. В Японии продолжает бушевать стихия. По меньшей мере 2 человека погибли в Японии из-за проливных дождей, которые вызвали оползни и подтопление. Подробности расскажет Татьяна Гамозова. Проливные дожди вызвали оползни и подтопления на юге Японии. В среду по меньшей мере 2 человека стали жертвами стихии на острове Кюсю. Телеканал NHK сообщил, что один мужчина погиб, когда его машину унесло водой. Власти объявили эвакуацию 850 тысяч человек. Судя по видео, записанным очевидцами, во многих местах улицы практически ушли под воду, а за городом вышедшая из берегов река затопила окрестности. Местами выпало более 100 миллиметров осадков. Метеорологическое бюро Японии объявило высший 5-й уровень опасности. В северной части Кюсю ливни идут крайне редко. По запросу префектуры Сага вооруженные силы Японии отправили на помощь в пострадавшие районы солдат. На этом наш выпуск подошел к концу. За развитием событий следите в следующих выпусках новостей. Всего вам доброго и будьте осторожны.